О самых заметных событиях четверга, 16 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Опыт России по сохранению языков коренных народов должен стать достоянием всего человечества. Делегация Якутии выступает на полях 25-го Петербургского международного экономического форума. Учение «Антитеррор. Готовность сил и средств» проверили на объекте топливно-энергетического комплекса в Якутске. Их ждут на производстве. Алданский политехникум выпускает из своих стен 2 десятка специалистов в области горной электромеханики. «Зеленая пионерия». Компания «Алроса» поддержала участников 6-го республиканского слета «Зеленые пионеры Якутии». Финальные сборы. На следующей неделе команда якутских борцов вольного стиля отправится на чемпионат России. Готовит спортсменов олимпийский чемпион. Росавиация продлила до 24 июня режим ограничения полетов в части аэропортов на юге России. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства. Так, временно ограничены полеты в 11 аэропортах в городах Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Напомним, Россия закрыла с 24 февраля для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Тем временем более 15% от общего объема жизнеобеспечивающих грузов доставлено в районы Якутии. Об этом стало известно на совещании первого вице-премьера правительства Дмитрия Садовникова и представителей подведомственных организаций. В этом году план перевозок составил 1 260 000 тонн грузов. При этом во время старта навигации суда испытывали проблемы с маловодьем рек Амга и Вилюй, в связи с чем межведомственной комиссией было принято решение о попусках Вилюйской ГЭС. Таким образом, план работы на данном участке был практически выполнен. У нас сейчас уже завершающий этап первый тур. Это Вилюйская группа рек. Завершение планируется уже 20 июня. Прогнозы оптимистичные, сразу говорю о том, что каждое движение судов, каждая добыча держится на особом контроле на правительственном уровне. Опыт России по сохранению языков коренных народов должен стать достоянием всего человечества. Об этом глава республики заявил на полях 25-го Петербургского международного экономического форума в рамках сессии, посвященной вопросам сохранения языков коренных народов с помощью современных цифровых инструментов. В ходе работы сессии озвучена инициатива о создании полномасштабного собрания цифровых изданий на якутском языке. С таким предложением к главе республики обратился генеральный директор Российской государственной библиотеки. В результате реализации этой идеи в главном книгохранилище страны может появиться самое полное в России собрание электронных изданий на языке народа Саха. Ну а в эти минуты на полях 25-го Петербургского международного экономического форума продолжают свою работу деловые сессии. В Якутии по дальневосточной концессии обновят логистическую инфраструктуру для северного завоза. Наша республика подписала очередное соглашение о сотрудничестве. Все детали озвучит мой коллега Максим Кардозу. Он сейчас работает на форуме. Максим, приветствую и передаю тебе слово. Приветствую, Сергей. Да, я хочу раз еще напомнить, что Петербургский экономический форум проходит уже в 25-й юбилейный раз. И это, конечно же, крупнейшая деловая площадка в нашей стране, где встречаются представители крупнейшего бизнеса и власти. И здесь решаются, конечно же, и подписываются соглашения, которые в дальнейшем будут влиять на всю страну, но так и на регионы в отдельности. Традиционно в Петербургском экономическом форуме принимает активное участие делегация из Якутии. И вот за первых 2 дня работы прошло уже очень большое количество подписаний различных соглашений. Одно из них было подписано буквально пару часов назад между правительством нашей республики, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации, а также компанией «Саханефтегазсбыт». Это соглашение было связано с программой «Дальневосточная концессия». И немножечко про этот проект. В рамках него планируется комплексно модернизировать нефтебазовое хозяйство, обновление инфраструктуры, которая позволит повысить надежность обеспечения топливом населения и промышленных
потребителей в труднодоступных территориях Якутии. И, конечно же, это все повлияет очень хорошо на развитие арктических регионов Якутии. Давайте послушаем, что сказали представители Якутии Айсен Николаев, глава нашей республики, и министр Минразвития Дальнего Востока и Арктики после подписания соглашения. Концессии будет задействован для того, чтобы создавать новую, модернизировать инфраструктуру ЖКХ коммунальную республики Саха-Якутия. Республика является одним из лидеров и очень продвинутых регионов по применению механизмов государственно-частного партнерства. Но и инфраструктура нуждается в модернизации, в развитии, в том числе для более качественного, эффективного осуществления северного завоза, для развития жилищного сектора, для модернизации города Якутск, в том числе в рамках поручений президента и реализации мастер-планов. Поэтому мы рассчитываем, что данное соглашение позволит нам осуществлять качественное взаимодействие с республикой, с ее ведущими предприятиями. Считаю, что сегодня подписано очень важное соглашение в рамках дальневосточной концессии, которая продвигается Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке Юрия Петровича Трутнева. Реализуется ряд уже проектов. И для нас очень важно то, что вот мы сегодня подписали соглашение по реконструкции наших нефтебаз на Крайнем Севере. Вы все прекрасно знаете, что последние годы, особенности из-за уже их устаревания, из-за процессов потепления, многие из них уже приходят постепенно уже предаварийное состояние. Это, конечно же, огромная угроза для экологии и в целом для надежного снабжения северных наших районов. А сейчас, благодаря механизму дальневосточной концессии, в ближайшие годы будут построены уже новые нефтебазы, которые будут отвечать всем требованиям экологии, будут абсолютно современные. И это и повышение надежности снабжения по северному завозу нефтепродуктами наших северных районов. И с другой стороны, это уже совсем современные экологически безопасные объекты, которые тоже крайне нужны для развития Дальнего Востока и Арктики. Я очень благодарен, что такой механизм в нашей стране появился, как дальневосточная концессия, благодаря которой даже в таких тяжелых, непростых регионах, как Арктика, мы можем такие серьезные проекты реализовывать. Также хочется рассказать еще про одно знаковое подписание и встречу. Так, руководство нашей республики встретилось с руководством компании «Газпром», а далее было подписано соглашение между компанией «Газпром СПГ» и также нашей республики. Все эти решения и договоренности, самое главное, позволяют в будущем газифицировать некоторые села нашего региона за счет компании «Газпром». Это тоже будет большой виток и толчок для развития всей нашей республики. Форум продолжается, все ждут завтра, конечно же, дня, потому что 17 число планируется пленарное заседание с участием главы нашей страны Владимиром Путиным, и уже анонсированы некоторые темы. Так, конечно же, большой вопрос будет посвящен международной обстановке, как развиваться в условиях санкций. Ну, будем ждать дальнейших подписаний новостей. Сергей? Максим, спасибо. Мы будем ждать от тебя новых подробностей. А я напомню, это был наш корреспондент Максим Кардозу в прямом эфире с полей 25-го Петербургского международного экономического форума. Учения с целью пресечения террористических актов провели в Якутске сегодня. Проверили готовность сил и средств на объекте топливно-энергетического комплекса под руководством оперативного штаба республики. Согласно замыслу учений, группой вооруженных лиц совершено нападение на якутский газоперерабатывающий завод. Подробности в материале Светланы Амосовой. На объект жизнеобеспечения по сценарию учений неустановленные лица совершили подрыв взрывного устройства. Также осуществили вооруженное нападение на сотрудников полиции, прибывших на место происшествия. Сотрудники МЧС в считанные минуты провели оперативное развертывание на месте и приступили к охлаждению емкостей с горючим веществом для предотвращения последствий. От пожарно-спасательных гарнизонов было задействовано 11 единиц техники и около 60 человек личного состава. Пожарные и спасатели провели разведку пожара, также были с места происшествия, с условного места происшествия были эвакуированы пострадавшие и приступили к немедленному тушению
пожаров. По всему периметру территории оцеплена силовыми структурами. Газоперерабатывающий завод предназначен для осушки газа и подачи его населению, поэтому является стратегически важным объектом. Если в таких случаях происходит нарушение технологического процесса, то руководство компании незамедлительно поднимает аварийные бригады. Это является опасным производственным объектом. Ну, если опасный производственный объект, то в соответствии с законодательством он подлежит охране. Дальше, в соответствии с законодательством, значит, необходимо ликвидировать все аварийные ситуации. В продолжение сценарного плана террористы заминировали газораспределительные станции и выдвинули список требований. Прямо сейчас проводится учебная отработка ситуации с подрывом взрывного устройства. По легенде, здесь террористы заложили бомбу. Сотрудники силовых структур и специальных служб нейтрализуют опасный объект. Оперативным штабом организованы переговоры с преступниками. Но в связи с их неадекватным поведением и возникновением реальной угрозы совершения теракта проведен штурм. Террористов обезвредили. Такие учения проводятся для проверки теоретической и практической готовности оперативного штаба в республике к действиям в условиях кризисной ситуации. По итогам мероприятия все цели достигнуты. Участники с поставленными задачами справились. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. В этом году Алданский политехникум выпускает из своих стен 2 десятка специалистов в области горной электромеханики. В эти дни студенты сдают демонстрационный экзамен и начинают готовиться к защите дипломов. А за порогом их с нетерпением ждут кадровые службы местных предприятий. Продолжит Руслан Павлов. Очень сосредоточенно, стараясь не сбиться в последовательности, будущие электромеханики занимаются монтажом оборудования. И это не просто отработка практических навыков, а демонстрационный экзамен. Последнее препятствие перед защитой диплома по профессии. 8 часов им дается, час на обед. В это время они должны успеть, значит, программирование, монтаж, оформление документов, проверка своей схемы монтажа, подачи напряжения и плюс должны 10 неисправностей внести, выявить в щите, который специально для этого изготовлен. За работой студентов внимательно следят эксперты. Это представители местных производственных предприятий, которые не только оценивают практикум ребят, но и уже присматривают себе будущие кадры. Естественно, ждем, потому что наш Алданский политех – это самая главная кузница кадров для нас. И, естественно, мы стараемся самых лучших себе забрать. Демонстрационный экзамен – это вот что-то новое, да, в последнее время именно он вводится. И, естественно, он показывает именно навыки, которые они получили практически. То есть это владение ручным инструментом, это чтение схем и, естественно, это монтаж, чем они сегодня занимаются. Но это достаточно важно. Специалистов среднего звена в сфере электромеханики, в особенности в горнодобывающей отрасли, катастрофически не хватает. Поэтому предприятия буквально бьются за молодых специалистов, которых выпускает Алданский политехникум. Студентам еще на ранних стадиях обучения предлагают пройти практику в подразделениях предприятий с расчетом на приобретение специалистов в дальнейшем. Нуждается конкретно в подобного рода специалистах. Прям не хватает по электрике, именно электриков не хватает в Семигдаре. Поэтому надеемся, что специалисты будут выходить нормально и будут у нас работать. Есть ребята, которые у нас проходили практику, тоже хорошо себя показывали. И сейчас видно, что чему-то научились, что делают уверенно все. Как отмечают педагоги техникума, присутствие экспертов на экзаменах придает ребятам стимул к отличному его прохождению, так как выпускники понимают, что их знания – это товар, который можно выгодно продать, обеспечив себя работой и приличным заработком. Руслан Павлов, Алдан. Перекрестки проспекта Ленина с улицами Кирова и Октябрьская к 20 июня будут открыты для движения. Об этом заявил директор столичного главстроя Алексей Варламов. По его словам, ремонтные работы на главной улице Якутска идут с опережением графика. И уже во второй половине июля местами запланирована укладка асфальта, пешеходных дорожек, установка новых беспроводных опор освещения, обустройство общественных пространств и велосипедных дорожек. Работы будут вести в формате от фасада до фасада. Также в этом году в планах озеленения, причем впервые в истории города используют яблони и сосны.
Ну, что касается проспекта Ленина, масштабная работа, конечно, запланирована. Запланирована работа вообще трехгодового периода. Это мы в прошлом году заключили муниципальный контракт. Значит, контрактная стоимость у нас порядка 1 миллиарда 600 миллионов рублей. И мы разделили ее, так говоря, на этапы. Это вот этапы у нас получились 2021 года и совместно с этапом 2022 года, потому что мы начали производство работ практически в конце прошлого года. И с объемом финансирования порядка 877 миллионов рублей. Вот эти 2 года у нас охватывают наши работы, которые мы запланировали к завершению этого сезона, также к концу октября месяца. Гастроли Приморского театра имени Горького начались в Якутске. Актеры привезли 6 спектаклей разных жанров. Гастроли обещают быть масштабными. В Якутск из Приморья приехало 120 человек, а декорации заняли 4 40-тонных контейнера. Выступления Приморского театра стали возможны в том числе при поддержке премьера правительства Якутии Андрея Тарасенко. Гастроли продлятся до 26 июня. Также в рамках визита между Приморским театром и Русским академическим театром подписан меморандум. Благодаря документу сотрудничество двух учреждений культуры усилят и, возможно, появятся совместные проекты и постановки. «Крейсера» — это знакомство вообще с нашим краем. Этот спектакль, и Пикуль написал свой роман о русско-японской войне, которая происходила во Владивостоке. И большая часть ее происходила во Владивостоке. Это о нас. Просто мы вам приехали рассказать о нас, какие мы, что у нас было, какая у нас история. Эдит Пиаф — это тоже одна из визитных карточек театра. Это просто безумно красивый и очень интересный спектакль о великой личности. Компания «Алроса» поддержала участников 6-го республиканского слета «Зеленые пионеры Якутии». Слет прошел с 1 по 16 июня на базе оздоровительного центра «Сосновый Бор». Юные активисты обучились навыкам природоохранной деятельности, пообщались с научными экспертами. Продолжит Сарглан Неустроева. Детское добровольное эколого-патриотическое движение «Зеленые пионеры Якутии» появилось в 2015 году и объединило детей, увлекающихся естественными науками и экологией со всей республики. Здесь, на базе Соснового Бора, у ребят появилась возможность глубже изучить проблемы экологической направленности и помочь республике на практике. С первого дня у нас начались мероприятия различные. То есть лекции, проекты представили и другие наши ребята, участники слета. Мы и свой проект также представили, и послушали и другие проекты. У всех очень интересные. Нужно больше проводить такие мероприятия, чтобы каждый из нас задумывался об этом. Вопросы экологии и осознанного потребления сегодня интересуют детей даже из самых отдаленных районов республики. Несмотря на удаленность от центра и сложность логистических путей, своими силами ребята из Жиганска устраивают экологические акции, проводят субботники и даже раздельный сбор вторсырья. Так, в Жиганске приедем в Жиганск, вон там будем собирать пластиковые бутылки и перерабатывать. Будем всякие акции проводить. Среди школьников будут много акций. Лагеря сейчас открылись, экологические тоже есть в Жиганске. И вот с помощью этих подрастающее поколение понимает, что экологическая помощь нужна. С 2017 года движение поддерживает самая крупная промышленная компания республики – «Алроса». Алмазодобытчики всегда уделяют большое внимание вопросам экологического образования и воспитания подрастающих поколений. Реализуют и другие экопроекты на территории республики. Реализуется проект организации экологической экспедиции. Она была регионального уровня среди школьников Вилюйской группы улусов. В этом году мы будем проводить в Верхневилюйском улусе, и ежегодно нам компания тоже помогает в проведении этой экологической экспедиции. Где мы побывали, в тех районах повышается уровень экологической культуры, информированности и участия детей в научно-практических конференциях. Я думаю, что мы эту работу продолжим. В этом году участниками слета стали 126 школьников. Все они, помимо образовательной деятельности, смогли найти новых друзей, общение по интересам и просто хорошо и с пользой провести летнее время. А закрепят положительные впечатления ребят памятные подарки от компании «Алроса». Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск.
Далее о спорте. За неделю до старта чемпионата мира по масс-рестлингу любителям спорта презентовали медали соревнований. Напомним, что 23 и 24 июня Якутск примет 4-й чемпионат мира по масс-рестлингу. В соревнованиях примут участие именитые борцы из 25 стран. Ну а чемпионы мира по масс-рестлингу получат медали в новом дизайне. Комплект изготовлен по мотивам эпоса Олонхо. Медаль в виде священного якутского дерева Аллукмас, которая имеет 5 ответвлений, символизирующих континенты: Азия, Европа, Африка, Австралия и Америка. Таким образом, медаль собирает все континенты воедино. В центре композиции фигуры масс-рестлеров. Дизайнером выступила Диана Байшева. Приближается наш долгожданный спортивный праздник, спортивное событие этого года. Это чемпионат мира по масс-рестлингу, который мы все ждали. Это прекрасный праздник и подарок для каждого якутянина, каждого жителя нашей республики и для всего спортивного мирового сообщества. Хотел бы также подчеркнуть, что это, во-первых, признание заслуг Якутии как спортивного региона, субъекта, который развивает свой национальный вид спорта. Это признание республики как центра развития масс-рестлинга. И это, в-третьих, большой шаг к включению масс-рестлинга в олимпийскую программу. Очень изящно, красиво. Ну и совсем скоро они найдут своих хозяев, обладателей по итогам чемпионата мира. Но уже на следующей неделе команда якутских борцов вольного стиля отправится на чемпионат России. Подготовка спортсменов серьезная. Кроме тренировок в Якутске, команда выезжала на сборы на Кавказ, в горы. Также для подготовки спортсменов в столицу прибыл олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов. Он работает со сборной в качестве тренера-консультанта. Тренировку борцов увидел наш коллега Александр Хавренко. Из Якутии в столицу Тывы отправятся 24 борца. Почти все спортсмены имеют за плечами соревновательный опыт, но есть и несколько новичков, для которых нынешний чемпионат будет пробой российского ковра. Традиционно большинство наших спортсменов выступают в легких весовых категориях. Команда 57, у нас 8 спортсменов будет выступать и 75 спортсменов. Ну, основные надежда у нас на Виктора Рассадина. И 57 на братьях Копыловых, на Иванова и Гулана. Ну, первый чемпионат у тяжеловесах Хабарова Никиты и у Аронова Андрея. Это 125 килограммов. Для подготовки сборной к чемпионату России с нашими борцами работает специально приглашенный тренер-консультант, олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов. Уже несколько лет Хаджимурат сотрудничает со сборной Якутии и может судить о прогрессе наших спортсменов. Они стали чуть профессиональней. Ну, что нужно для спортсмена? У каждого есть ошибки. Каждый обязан, естественно, с тренером работать над ошибками, анализ проводить, вот такую научную работу проводить. Если этого не будет, то можно годами тренироваться и физкультурой заниматься. Поэтому на сегодняшний день уже и личные тренера, и ребята начали уже сами анализировать. Кроме того, тренировки с участием олимпийского чемпиона дают нашим спортсменам стимул и веру в то, что если у него получилось, то и у нас может получиться. Любого мальчишки это многого стоит, потому что ты видишь, что человек, который в этом же виде спорта достиг высот, он тебе сам что-то показывает. Тебя это сразу дает огромную мотивацию, и ты понимаешь, что это реально все может и с тобой произойти. И вот это желание, вот этот интерес, вот эта уверенность, она им все равно это придает. И главный тренер, и приглашенный консультант уверены в готовности наших спортсменов выйти на общероссийский ковер и показать все, чему их научили. Главное, по их мнению, вселить в борцов уверенность, что все у них получится. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.